Во всем мире не перестают удивляться тому, что происходит в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как маршировки стали очередной темой скандала. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя с текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео, и мы с вами свяжемся. Министр образования и науки Таджикистана Махмадюсуф Имамзода назвал бурей в стакане воды критику маршировок, приуроченных к празднованию 30-летия независимости страны. Каждый день сотни студентов выходят на репетицию праздника, которая проходит в Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Что касается маршировок, не надо поднимать бурю в стакане воды, как будто в Таджикистане других проблем не осталось, заявил глава Миноборнауки 16 июля на пресс-конференции в Душанбе, отвечая на вопрос относительно необходимости маршировок в условиях пандемии. В Таджикистане коллективные маршировки молодежи проводятся в рамках программы торжественных мероприятий в течение 1-2 месяцев перед празднованием Навруза, Дня государственной независимости или Дня национального единства. Нынешние маршировки проводятся в то время, когда Таджикистан накрыла вторая волна пандемии. Столько проблем на границе с Афганистаном, и мы как будто не слышим. Ребята приходят, тренируются рано утром, многие играют в футбол. Маршировка – это тоже физическое упражнение. Она не мешает учебному процессу и проводится вне занятий, подчеркнул Имамзода. Как вы относитесь к таким маршировкам? Потому что они, по сути, являются принудительными. И в такую жару, которая сейчас, это достаточно изнурительно, в какое бы время не выходили эти ребята. Как вы думаете, их стоит уже отменить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Реакция министра на критику маршировок вызвала недовольство у некоторых пользователей соцсетей и гражданских активистов. Журналист Раджаби Мирзо считает, что глава Миноборнауки не смог дать достойный ответ своим критикам. Маршировки – серьезный вопрос, о котором уже давно ведется полемика в таджикском обществе. Власти до сих пор игнорируют эту полемику. Маршировки – подготовка к идеологическим мероприятиям, к которым часть общества относится равнодушно, говорит он. По словам критиков, в маршировке студенты привлекаются в принудительном порядке под угрозой несдачи экзаменов или исключения из вуза. Подобная маршировкам практика, по словам министра образования, существует и в других государствах. В карнавалах, которые проводятся, например, в странах Латинской Америки, участвуют и взрослые, и молодежь, добавил он. А может, их тоже надо за это критиковать? Знаете, такая постановка вопроса не соответствует нашему с вами уровню образования. Мы – государственное учреждение. Независимость – это понятие общенациональное. Государство – это родина, и мы этим гордимся, заявил Имамзода. При этом журналист Раджаби Мирзо с министром не согласен. По его словам, карнавал – это широкомасштабный национальный праздник, к которому тщательно готовятся все жители в течение года. Проблема наших властей заключается в том, что они не смогли превратить День независимости в такой же широкомасштабный национальный праздник. Напротив, они иногда делают вещи, из-за которых такие патриотические кампании у народа ничего, кроме отвращения, не вызывают, подчеркнул Раджаби Мирзо. Вы с ним согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!